Уважаемые подписчики, всем доброго времени суток. Перед началом этого ролика хотел сделать очень важное объявление. Этот канал может быть скоро закрыт. Закрыт по неизвестной причине. Почему мы сделали такие выводы? Потому что предпосылки на это указывают. То есть скручиваются просмотры, скручиваются лайки. Огромное количество негативных комментариев от непонятных людей. Скорее всего, это боты. Просто обычно после таких вот предпосылок канал может быть закрыт. И дабы не потерять вас, не потерять вашу аудиторию, и чтобы вы не потеряли нашу информацию, под видео мы оставим ссылку на канал, на который вам нужно будет подписаться. Подпишитесь. Там канал посвящен путешествиям, но подпишитесь на него, чтобы там находиться в случае блокировки этого канала, чтобы мы могли вас легко найти и перенаправить в новый канал с новой информативной базой. Все, всем приятного просмотра. Подписывайтесь и ставьте лайк. Всем всего доброго. Свободный народ. Вот это пост, который называется «Баня». Вот видите, написано «Баня». Вот так он выглядит, ну, как бы в панораме. И баня вон сама непосредственно вон там, за деревьями. Ну, здесь есть что-то банное, да, здесь постоянно курится дымок. Как бы дровишки готовятся для бани. Вот именно на посту, который называется «Баня», я и ночевал первую ночь на Шиесе. Вот это тут такой балочек сколочен. Сейчас я к нему подойду. Вот балочек. Он называется бунгало. Бунгало. Вот свою первую ночь мы с Игорем Коношановым провели в бунгало. В лесочке. Ну, сейчас в бунгало никого нет. Я, как здесь живший, знаю, что если вот эта палочка стоит, то в бунгало никого нет. Ну, зайдем, посмотрим, что сейчас в бунгало. О, тут порядок. Порядок. Вот так это выглядит бунгало на посту бани. Вот, непосредственно мое место, где я ночевал, вот оно, вот здесь я ночевал. Свою первую ночь на Шиесе. Сверху ночевала вот здесь Снежана. С кем-то, я так и не понял, с кем. Да, вон там в глубине валенки. Вот. Ой, валенки, веники, видите, путаюсь тут в этом бунгало. Вот здесь ночевали две ночи, три женщины. А четвертая вот здесь. И вот мы вместе. Для меня это было немного непривычно, что совместное такое проживание. Вот, но тем не менее, все прошло хорошо, как говорится. И мы и первую ночь, и вторую провели здесь. И провели ночь замечательно, скажем так, замечательно. То есть я просто спал и ничего не помню. Вот. Ну, а сама баня находится подальше. Ну, как подальше? Вот сейчас я уже был в бане один раз. Но это для меня была такая необычная баня. Я как бы все же человек городской. Ну, даже если я и вырос в своем доме, там баня выглядит несколько иначе, чем на Шиесе. Ну, мы сейчас пройдем и как бы посмотрим. Я покажу, как она выглядит, пока там еще не жарко и хоть можно зайти. Видите, написано «Банька». Вот. Открываем. Ага. В баньке все почти готово. Даже тепло маломальски. Вот здесь идет все переодевание быстренькие.
очень быстренькие переодевания. Дверь почти, как говорится, не закрывается. Поэтому долго здесь не задержишься. Ну, а сама банька там в темноте. Только, наверное, тазик виден. Ну, видно, что она не маленькая. Не маленькая. Сейчас где тут... О, а вот и я. А вот и я, оказывается. Да, вспомнил. Зеркало здесь есть. А вот где выключатель, чтобы включить свет, я что-то забыл. Так как был один раз здесь все был, как он включает. Ну, в принципе, понятно, что маленький предбанничек. И там на троих, вот на троих где-то можно погреться. Ну, мы и огрелся, было очень тепло, жарко. И, ну, вымыться, так сказать, в соответствии с теми условиями, которые существуют, так, собственно говоря, и вымыться. Вот это самое посещаемое такое место. Вот сюда очередь, сюда даже надо заранее записываться. У меня появилась мысль все взять и протопить самому, натаскать воду, все протопить в так называемый санитарный день. Но для этого надо обговорить с начальством, а начальник здесь банщик непосредственно, кто отвечает за всю эту территорию. Я к нему заглянул в его штаб, в его офис, вот он там, где флаг. Вот, он отдыхает. Я обещал заглянуть, чтобы решить этот вопрос через 1,5 часа. Вот там, дальше, оттуда, откуда я пришел. Непосредственно сам лагерь шиесовцев. И уже тот новый домик, в котором сейчас живу я и Игорь. Новый домик — это палаточка. Туда я сейчас пока держу свой путь. И там закончу этот бытовой, коммунально-бытовой репортажик. Вот, по пути в баню обратно стоит пост. Пост — это чоповцы. Он здесь стоит, и в принципе часовой видит, кто идет направо, налево, сюда, обратно. Это как бы такой. И днем, и ночью здесь стоит, наблюдает. Не знаю, есть ли у нее название. Вот улица Палаток. Вот. Последняя палатка — это та, в которой мы живем с Игорем. Вот. Я к ней подойду и зайду. Раз просили наши зрители, подписчики показать, где мы с Игорем живем. Вот в этой так называемой зеленой палатке мы с ним и живем. Ну, не только мы здесь, разные люди время от времени. Вот, не знаю, вот тут дверца. Я довольно уже умело открываю. Как говорится, к 10-му разу тут руку набил. Ну, вот, пожалуйста, наша палатка. Вот зайдем внутрь нашего домика тряпичного. Вот непосредственно печка. Валенки знаменитые. Одни валенки пару Игорь сжег. Он на печку их поставил. Дровишки сначала подсушить на печку, а сверху валенки. Ну, соответственно, сначала загорелись дровишки, потом валенки. Героический поступок совершила девушка по имени Катя. Вот здесь вот вешалочка, тут все вешаем. Да, по имени Катя. Она взяла эти валенки и выбросила в дверь, вон туда, на снег. Так они лежали на снегу и продолжали гореть. Вот такие валенки были, хорошо высохли. Вот, это наши кроватки. Вот слева, вот здесь, темненькое одеяло спит Игорь в Коношанах. Вот. Справа в данный момент спит Сергей из Кирова.
Он приехал с черной собачкой, с такой большой сюда. Где? Вот здесь, где одеяльце такое синенькое такое, да? В клеточку большую. И спала Катя. Катя у нас из Москвы. Вот, которая как раз валенки и выбросила горящие на улицу. А вот это розовенькое одеяльце, это мое. Да, здесь, как видите, Катя спала между Игорем и мной. А правое место тут меняется. Тут музыкант приезжал, еще кто-то, и вот они здесь по очереди вот спят. Ну вот, наше как бы лежбище. Сейчас здесь примерно плюс 10 в палатке. Ну, это день, никому тепло пока не нужно, никто здесь не спит. Печка не топится. А вот ближе к вечеру печка затопится, в палатке будет тепло. Тем паче, что на улице тоже не очень холодно. И вот у нас крыльца, назовем это крыльцо. Да, вот здесь у нас лежат наши знаменитые мешки полосатые. Вон они. Во, это наши мешки. Здесь складированы. Это как это? Сени, это сени. Как вы сени, мои сени, да? Сени новые мои. Вот такой вид с крыльца у нас открывается. Выходишь и вот так обзираешь окрестности. Вон вдалеке строит женский туалет. Вот, женский туалет строит. А мужской построен уже. Мужской первым делом построили. Теперь женский колотят. Ну, там дальше забор полигона мусорного. Вот вид с тыла, скажем, нашей столовой, где всегда ролики-то снимают. Ну и, собственно говоря, вот улица, площади, ведущая к главной площади, где, как говорится, праздничные фотографии делают, обращения, заявления. То бишь я в каком-то смысле на главной улице, на проспекте сейчас нахожусь. Ну, собственно, здесь я и свой репортажик коммунально-бытовой и заканчиваю. Вот палаточка, мой домик. Ну что ж, когда-то и мне придется сказать спасибо этому дому, пойдем к другому. Но не сегодня.